добра» появился в России. Так называется специальный фонд, в который будут собираться налоги со сверхдоходов. Об этом объявил президент России Владимир Путин. Обсудим детально вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами Элеонора Романова, руководитель общественной организации «Хантер Синдром». Элеонора Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам на интервью, чтобы рассказать, как же теперь будет оказываться поддержка детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. И вот такое название «Круг добра». До появления «Круга добра» как в России вообще была ситуация, какова? С обеспечением лекарственными препаратами для орфанных пациентов ситуация была, конечно, очень сложная на протяжении многих лет. Мы столкнулись с этой проблемой, когда у нас родился ребенок в 2001 году с диагнозом мукополисахаридоз второго типа. И вот на протяжении этого времени для таких пациентов была создана программа региональная 24 нозология. Затем эти заболевания были включены в высокозатратные нозологии, это федеральная программа уже, но это произошло через 11 лет только после того, как препарат был зарегистрирован. Я говорю про элапраза препарат. Поэтому, конечно, такие пациенты, они очень сложно добивались своего лекарственного обеспечения в регионах. Только после того, как эти препараты, там разные они, для мукополисахаридоза вошли в программу высокозатратных нозологий, как-то ситуация эта все-таки улучшилась. Вот, теперь с возникновением вот этого фонда, я думаю, что частично, конечно, будут решаться вопросы этих пациентов. Но в основном это, как уже говорили, дети будут обеспечиваться, но я думаю, что это тоже положительный шаг. За этот период, конечно, мы видели, что создавались и другие фонды. Например, фонд «Генетика». Он где-то был в 2010 году, но этот фонд, он так и не заработал. Видно, не нашли финансирования. Но вот сейчас все-таки вот эти 2%, которые будут собираться с налогов в этот фонд, как-то они должны улучшить, я думаю, эту ситуацию. Но дело в том, что медицина – это постоянно развивающаяся наука, и, конечно, выходят новые препараты на рынок, и каким-то образом наша страна должна на это реагировать. Если за тот период, вот до сегодняшнего дня, препараты, они были, конечно, и таких высокозатратных, как сейчас вот вышел препарат за 160 миллионов рублей, Золгенсма. Для детей, которые с СМА. Да. Такого препарата не было. Там была стоимость где-то 400 тысяч долларов за курс годовое лечения. Вот. Но это включали эти препараты в региональную льготу. А региональные бюджеты, мы знаем, регионы не все не справлялись. Но дело вот в чем. Мы все же это изучили, почему не входили эти пациенты в региональное льготное обеспечение. Там необходимо было просчитывать все же, какое количество, какие суммы. И когда подается бюджет в конце года на обеспечение, то в этом случае все должны были эти пациенты быть включены, и запрос дополнительно от федеральной, федералы должны были бы обеспечивать тоже этих пациентов, дополнительно выделять средства федеральные. Вот, в этом случае, конечно, не все могли подавать эти бумаги, как оказалось потом в дальнейшем, потому что мы разговаривали с депутатами Госсобрания Курултай, и они говорили об этом. Вот сейчас Рида Субхангулова, она говорит, средства есть, но ведь самое главное правильно все сосчитать и подать, обосновать это все. И я думаю, что эта проблема, в нашем регионе она решалась последние годы, так как мы все же старались контролировать эту ситуацию. И 1 год даже была выделена сумма 767 миллионов на эту программу. Но в итоге было потрачено там 280, по-моему, где-то так вот примерно. Такая сумма. Мы получили все эти отчеты от Министерства финансов.
Элеонора Анатольевна, хотела уточнить, вот ваша фраза «до круга добра были круги ада». Мы понимаем, что сверхдоходы, это будет уже налоги собираться не 13%, а 15%, и вот эти как раз разница 2% будут перечисляться туда. По данным президента России Владимира Путина, в этом году 60 миллиардов рублей уже будет направлено на поддержку таких тяжелых больных. Да? Вот это что касается общей картины. Вот какую обратную связь от родителей таких детей вы увидели после появления таких новостей? В основном уже были получены судебные решения. У нас в республике мы видим это. И те родители, которые уже прошли судебное разбирательство, они заявили о том, что все-таки будут добиваться обеспечения от региональной власти. Угу. Не все написали согласие на то, чтобы обеспечивал их круг добра. Но все-таки с кругом добра проще оформить поддержку финансовую? Я думаю, для тех пациентов, которые не прошли судебное разбирательство, они будут обращаться. Вот из 44 пациентов, которые имеют диагноз спинально-мышечной атрофии, 20 человек здесь обеспечено у нас в республике разными препаратами Золгенсма, Рездиплам и Спинраза. 4 человека мы знаем Спинраза, 7 детей на Рездипламе находятся, и 5 детей выиграли в лотерею Золгенсма. Это, я скажу вам, вообще для республики очень хороший результат. Из 15 детей, выигравших в лотерею этот лекарственный препарат, 5 человек из республики. Это 1/3. Значит, доктор умеет правильно оформить эти документы, которые необходимы, чтобы участвовать в этой лотерее. Но вы же сами помогаете докторам оформлять все эти бумаги. Вот общественная организация, которой вы руководите. Я расскажу, да, очень много задают этих вопросов нам. Каким образом вы участвуете в том, что лотерею выигрывают эти дети? В канун 2020 года мы были с представителями компании «Новартис» у наших врачей. В частности, вот у Сайфуллиной Елены Владимировны, профессор, который занимается детьми с генетикой, и объяснили ей всю картину, как должно происходить вот это вот оформление документов. И в дальнейшем потом была обучена еще и доктор-невролог, которая заполняла эти документы. Диагностика проходила в Республиканском медико-генетическом центре. Данные дальше передавались главному внештатному неврологу. И она уже совместно с врачами медико-генетического центра подавала эти документы в компанию Avexis, которая, она подконтрольна компании Novartis, скажем, сейчас вот в данном случае. Серьезный шаг такой сделан. Главное оформить правильно документы. Даже в некоторых случаях, когда там не хватало каких-то дополнительных анализов, мы прозванивали этих пациентов и говорили о том, чтобы они как можно быстрее, потому что многие даже не верили в эту лотерею, они занимались сбором средств. Я даже могу сказать, вот это по Полине Елсуковой, мама которой тоже, она не верит в то, что вообще мы-то участвовали в этом. Но я скажу это вот прямо откровенно о том, что мы занимались этими вопросами изначально, когда еще даже у этих детей не было диагностировано это заболевание. Элеонора Анатольевна, еще один вопрос, времени очень мало остается. В этом году Круг добра поможет 10 тысячам детей. Сформирован предварительный перечень заболеваний, их всего 30, и список лекарств 41 наименование. На закупку препаратов предварительно предполагается направить 47 миллиардов рублей. Вот из 60, это федеральные власти об этом говорили. Вот перечень заболеваний, лекарственное обеспечение, вот как вы можете прокомментировать вот эту часть? Я посмотрела список тех заболеваний, туда 30 вошло. Да, 30. 30 заболеваний, и по каждому там есть указаны лекарственные препараты. Но в средствах массовой информации мы видим то, что 70% будет направлено на обеспечение вот этих пациентов, а 30%, значит, будет это из региона оплачиваться. Я так понимаю, что все же региональные власти должны будут участвовать. Ну и также закуп 100%, когда здесь идет обращение к властям, то все же не снимается ответственность наших региональных властей за обеспечение таких пациентов. То есть это просто поддержка, круг добра, то есть из круга ада выходим в круг добра. Поэтому на этом
Я думаю, что все будет понятно, ясно. Долгожданное событие, да. Элеонора Анатольевна, председателем фонда, правления фонда «Круг добра» назначен протоиерей Александр Ткаченко, он основатель детского хосписа. Вот как вы оцениваете его кандидатуру, его опыт? Вы знаете, я до этого момента, честно говоря, не сталкивалась даже. Я вот прочитала, когда я впервые узнала. В основном идет у нас в СМИ это Нюта Федермессер. Она соучредитель. Вот. И Константин Хабенский там есть. Да, я это прочитала. Я просто знаю по опыту нашей работы, один пациент у нас находится под опекой фонда «Вера», как раз который вот руководителем является Нюта Федермессер. И она как раз участвует также в строительстве детского хосписа здесь у нас в Уфе. Республике Башкортостан. Но вот этот наш пациент, который находится в Москве, он выехал в 2011 году в Москву. Мы помогли маме сделать регистрацию московскую. И вот он, этот длительный период, 10 лет, он находится под наблюдением фонда «Вера». И я только могу вот в отношении вот этого фонда, то, что они очень следили за нашим пациентом. И мама очень довольна работой этого фонда. Но сейчас там у них тоже сложная ситуация, так как кончилась программа по паллиативной помощи, они входили в эту программу, когда изучали этих пациентов. А сейчас у них сложности, и их отправляют обратно к себе в Стерлитамак. Поэтому мы будем дальше тоже работать в этом направлении, связываться с фондом, что там происходит, каким образом. Но пациент уже не транспортабельный. Невозможно его привезти сюда, в республику. Поэтому это большие вопросы. И вот мы хотели выйти, конечно, в информационное поле, чтобы этот вопрос тоже решился в пользу пациента. Ну и резюмируя наш разговор, какие рекомендации, если коротко, вы можете дать родителям детей с редкими орфанными заболеваниями в тяжелом состоянии? Вот как им сотрудничать с «Кругом добра»? Ну или с другими благотворительными фондами? Если коротко. Коротко скажу, что те дети, которые находятся в паллиативном состоянии, родители сами должны решать этот вопрос, необходимо им лечение или нет. Это только так. Но и дальше уже подключается доктор, который определяет состояние. Есть у нас одна девочка, тоже она паллиативная, как раз вот девочка СМА. И стали давать лекарственный препарат Рездиплам. На Рездиплам у нее пошла побочная реакция. Вот я передала врачам и представителям фармацевтической компании, чтобы они зафиксировали вот этот случай, потому что это обязательно должно фиксироваться. И в дальнейшем родители уже сами решают, совместно с врачами, как им дальше поступать. Спасибо большое за то, что вы нашли время и приняли участие в программе «Интервью». Спасибо вам большое, что приглашаете. Благодарим вас. Это была программа «Интервью». И сегодня гостем программы была Элеонора Романова, руководитель общественной организации «Хантер-синдром». И мы говорили о том, что теперь родители детей с редкими орфанными заболеваниями выходят из кругов ада в круги добра. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.